ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вторник, 11:30. Историко-краеведческий музей. Экскурсионная программа «Ретро-елка». Присутствуют учащиеся 5 класса школы номер 21. Сотрудники музея погружают их в новогоднюю атмосферу прошлого века, рассказывают о старых традициях, любопытных исторических фактах. Школьники с энтузиазмом тянут руки, отвечают на вопросы, участвуют в обсуждениях. Заведующая отделом по экспозиции Анастасия Бушманова показывает редкие экспонаты – игрушки из ваты, стекляруса, военные открытки. Во время Великой Отечественной войны ель украшали пустыми грецкими орехами, а на фронте тем, что под рукой – погонами, пулями, пистолетами. Для многих это открытие. Первый раз на этой экскурсии и очень интересно. Я не знала то, что делают на Новый год открытки, как с Дедом Морозом, когда он, допустим, убивает врага или дарит ему подарок, пули. И еще то, что делали раньше игрушки из ваты, всякие разные серии выпускались, сказочные, продуктовые. Мне не очень понравились. Винтажную зеленую красавицу хочется разглядывать часами. От основания до верхушки она увешана доброй сотней новогодних игрушек всех времен. Фоном выстроился целый полк ватных Дедов Морозов. Удивительно, по новогодним игрушкам можно проследить исторические события, например, полет Гагарина в космос или увлечение вождей. В угоду Сталину появились серии игрушек в виде хоккеистов и циркачей. В период дефицита стали выпускать наборы так называемых вкусняшек – огурцы, помидоры и царица полей кукурузу. Но больше всего здесь знаменитых сказочных персонажей. Поток посетителей к ретро-красавице не иссякнет вплоть до Нового года.